всем! Меня зовут Ажара, и сегодня я собираюсь рассказать вам о довольно-таки интересной теме, о подсознании. Каждый из нас боится чего-то, каждому из нас нравится что-то. Каждый из нас не любит что-то, каждый из нас, наоборот, любит что-то. Кто-то боится темноты, кто-то, наоборот, чувствует себя хорошо в темноте. Например, мы, когда в школе выключают электричество. Кто-то боится высоты, кто-то не любит сладкое. С нами все понятно. Я, например, сильно не люблю макароны. Я терпеть их не могу. И долгое время я не могла понять, почему я так не люблю макароны. Ведь они красивые, они милые и, возможно, даже вкусные. И в один прекрасный день я спросила у мамы, почему же я не люблю макароны. И она сказала мне, что в детстве у меня была проблема с макаронами. То есть я не могла их есть, я просто брала и глотала. И, соответственно, это кончалось неблагополучно для моего здоровья и порой даже опасно для моей жизни. И суть в том, что я не помню ничего из того, что рассказала мне мама. Я просто не люблю макароны и не знаю почему. И все еще не помню. Но суть в том, что мое подсознание, оно все помнит. Дальше. Подсознание – это та часть нашего разума, которую не видно, которая находится под поверхностью воды, о которой мы ничего не знаем, которую мы не чувствуем, но она есть, и она всегда с нами. Каждое наше решение, каждый наш страх, каждая наша идея, каждая наша привычка напрямик связана с нашим подсознанием. Каждая мысль, каждая идея и каждый визуальный образ, который вы создаете в своем подсознании и повторяете его снова и снова, влияет на то, как вы ведете себя в реальной жизни. Подсознание не чувствует разницы между реальностью и иллюзией. Оно только принимает те сигналы, которые вы ему отправляете, и влияет на вас в реальной жизни. Приведем два простых примера. Самые важные, самые желанные вещи в нашей жизни. Еда и сон. Если вы скажете себе, что завтра утром вы проснетесь без помощи будильника, поверьте мне, у вас не получится. И, девочки, каждая из вас хоть раз в жизни говорила себе, что вам нужно сбросить лишние килограммы, что вы недовольны собой. И чем больше вы говорили себе, что вы должны похудеть, что вы должны встать рано утром, тем меньше у вас получалось сделать это так, как вы хотели бы это сделать. В чем секрет? Секрет в том, что говоря себе, что вы должны сбросить лишние килограммы, что вы должны проснуться рано утром, вы даете своему подсознанию сигнал о том, что вы в опасности, что вот-вот и вам не хватит еды, вот-вот и вам не хватит сна. И в такие моменты подсознание входит в панику, и вы спите больше, чем обычно, вы кушаете больше, чем обычно. И как можно побороться с этой проблемой? Секрет очень прост. Вам нужно сказать себе, что все уже так, как вы хотите. Сказать себе, что вы уже стройная. Сказать себе, что вы уже выспались, что вы уже проснулись рано утром. То есть говорить не в будущем времени, а в настоящем времени. Тогда все, что вы задумали, у вас получится. Каждая цель будет достигнута. И в моем случае, возможно, я когда-нибудь смогу съесть макароны, потому что в нашей школе очень часто подают макароны, и если я их не съем, я буду голодна. И каждый раз я говорю себе, я съем макароны. Если вы овладеете своим подсознанием, то вы, можно сказать, овладеете ключом к вашему разуму. Вы сможете управлять не только собой, следующий слайд, но и всей Вселенной, всем, что окружает вас. Думайте и думайте позитивно. Никогда не сдавайтесь. Повторяйте свои цели, свои мысли, свои мечты снова и снова. И в конечном итоге вы достигнете их. Живите долго и процветайте. Спасибо большое. Доброе утро. Меня зовут Сара, и, наверное, вы все догадались о теме моего сегодняшнего выступления. И нет, это не «Пираты Карибского моря». Я буду говорить о музыке. Но прежде чем я начну, я хотела провести небольшой опрос. Готовы? Тогда те, кто слушает музыку каждый день,
Ну или хотя бы несколько раз в неделю хлопните 3 раза. А теперь те, кто вообще не слушает музыку, хлопните 1 раз. Значит, вы просто не ходите на флешмобы. Да, на самом деле трудно найти человека, который бы вообще не слушал музыку. И раз моя тема будет вам хоть немножко близка, то тогда я начну. Что объединяет всех этих людей? Правильно, но на самом деле они все достигли успеха благодаря музыке, но я не буду сегодня о них говорить. Да, они были молодцами, они были мотивированными, и если вы захотите, вы тоже достигнете успеха, как и они, если пойдете по их стопам. Нет, я буду говорить о том, какое они имеют влияние на нас, а точнее, как их музыка вообще изменяет наше состояние. И переходя к следующему слайду, я долго думала над тем, какую тему мне выбрать. И однажды, просматривая ролики на YouTube, я наткнулась на одно видео. В нем член Конгресса США Габриэль Гиффордс находилась на ранних стадиях восстановления после обстрела. Одна пуля прошла ей через левое полушарие и задела орган, отвечающий за речевой аппарат. И на этом видео она занималась вместе с логопедом. Она пыталась выговорить простейшие слова, и у нее не выходило. И чем больше она пыталась, тем больше она расстраивалась, в конце просто срываясь в рыдание и молча рыдая на руках у врача. Но тогда врач применил другой метод, не совсем традиционный для медицины. Он начал петь. И Габриэль, которая всего пару минут назад не могла выговорить эти слова, она спокойно могла их пропевать. И тогда мне на ум пришла фраза одного гения, Уильяма Шекспира. Он сказал: «Красота музыки может говорить тогда, когда нет слов». И в данном случае это было буквально. И именно за просмотром этого видеоролика я задумалась, если музыка способна излечивать людей от таких ужасных последствий, как после обстрела, если она способна возвращать способность говорить, то как обычное ее прослушивание может влиять на нас с вами, на наш с вами организм? Здесь вы можете попробовать угадать, на какой из этих органов влияет музыка. Да, большинство из вас сказали сердце, но на самом деле все из вас правы, потому что музыка действует на каждый из этих органов. К примеру, если вы прослушиваете барабанную дробь или просто занимаетесь игрой на барабанах, то это укрепляет ваш позвоночник. А игра на гитаре или прослушивание гитары укрепляет ваши легкие и сердце. На самом деле я нашла эту картинку в первом же паблике ВКонтакте, просто забив грустные картинки. Девушки, я сейчас обращаюсь к вам. Как много из вас, находясь в не очень хорошем состоянии, близком к депрессии, слушали грустную песню и добивали себя? Давайте признаемся, все мы это делаем. Но на самом деле, делая это, задумались ли вы когда-нибудь, что таким образом вы, наоборот, помогаете себе? На самом деле, да, что? Когда ваше настроение и настроение исполнителя не совпадают, то есть если вы слушаете поп-музыку или данс, хип-хоп, рэп, когда вам грустно, ваш организм негативно на это влияет, и таким образом ваше состояние, ваше настроение становится даже хуже, чем было до этого. И наоборот, слушая грустную музыку, через некоторое время вы поднимаете себе настроение. Лично я это замечала огромное количество раз. Было проведено огромное множество исследований, и это уже давно установленный факт, что да, действительно музыка имеет оздоровительный эффект, она просто поднимает нам настроение, и это очень классная вещь в нашей жизни. И на самом деле музыка настолько сильно окружает нас вокруг, что мы даже перестали ее замечать. Лично я, идя по коридору, всегда пританцовываю, когда слышу, как поет какой-то класс казахские песни, или на флешмобе. Я лично из тех людей, которые просто обожают флешмобы. Знаю, что вы со мной не согласитесь, но все равно. И музыка способна убивать микробы. Знаете ли вы это? На самом деле, если вы слушаете музыку, то болезнетворные микробы внутри нас просто погибают. И знаете? Мне лично родители всегда говорят: не слушай музыку, слух испортишь. И вам, я думаю, тоже. Но на самом деле музыка, наоборот, улучшает слух. И было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что люди, которые хоть раз пробовали заниматься музыкой, или вообще они были музыкантами, слушали музыку, у них слух был лучше, чем у людей, далеких от музыки. И переходя к последнему слайду, я думаю, у нас остается совсем немного времени,
Я бы хотела закончить свое выступление фразой, которая уже звучала на этой сцене. В мире есть две вещи, способные удивлять. Это музыка в сердцах у людей и звезды над нашими головами. Слушайте музыку, берегите себя и своих близких. Спасибо.